По данным оперативного штаба, в Ингушетии выборы прошли на максимально высоком организационном уровне. Уже известны промежуточные результаты. Свой выбор в республике сделали около 200 тысяч избирателей. Особое внимание на всех участках уделили безопасности и прозрачности выборов. Ровно в 8 утра по московскому времени в Ингушетии свои двери открыл 141 избирательный участок. Выборы проходили во всех городах и сельских поселениях республики, за исключением селения Байни. Все прошло без нарушений. В каждом УИКе дежурили члены общественной палаты, следили за ходом голосования и созданными условиями для избирателей. Явка составила 77,7%. За это можно, несмотря на то, что был выходной день, несмотря на то, что с утра народу было не так много на избирательных участках, после обеда наши люди, как всегда бывает после свадеб, все достойно проголосовали. Озвучивая: «Единая Россия» 370 заняли они, «Справедливая Россия» 50 человек, Коммунистическая партия 22 человека и ЛДПР 8 человек. В Ингушетии в единый день голосования выбирали депутатов муниципалитетов. За 485 мандатов боролись 1056 человек. Кандидатов выдвинули 4 политические партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты», «За правду», ЛДПР и КПРФ. Высокая явка – результат доверия граждан и неравнодушия к судьбе своего города и сельского поселения. Результаты выборов намного выше, чем в 2019 году, говорят эксперты. В отдельных взятых городах и населенных пунктах было за 70%. Это уже хороший результат. Работали мобильные группы, работала общественная палата. Мы обучали наблюдателей, подготовили наблюдателей. Затем делали мониторинг, проверяли, нарушаются ли права избирателей или нет. В республике было зарегистрировано 241 864 избирателя. И депутаты получили свои мандаты, 485 человек. Задействовано 9 групп. 10-я была моя группа в Волгоградском районе. 21 человек в составе этих групп. Все группы работали в определенных районах. Было заранее определено, в каких районах будут группы. Вся информация от мобильных групп поступала в общественную палату. Оттуда уже распределялась как положено, но председатель общественной палаты распределял. Я лично находился в Волгоградском районе, в городе Волгобек. Выборы проходили на удивительно, очень хорошо. УИКи подготовились исключительно в этом году. В подтверждение моих слов, каждая группа, находясь на участке, скидывала информацию. И видеоинформацию, и фото. Поэтому подтверждается, что все УИКи были подготовлены в этом году очень хорошо. Промежуточные результаты выборов подводит Ингушское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». От партии в выборах участвовали 510 кандидатов. На каждый участок было направлено по 2 общественных наблюдателя. Мы абсолютно довольны и ходом голосования, и процедурами, потому что все было в рамках действующего законодательства, все было прозрачно, легитимно. Отмечу, что в этом году порядком выше процент людей, голосовавших на муниципальных выборах. Результаты будут видны. Во всяком случае, предварительные результаты мы крайне довольны. Это те цели и задачи, которые мы ставили перед собой, и мы считаем, что мы, в принципе, абсолютно на 100% с ними справились. Региональная партия «Справедливая Россия» выдвинула на голосование 145 депутатов. Никаких нарушений не выявлено, и вопросов по проведению важного события у партии нет. Мы, насколько мы понимаем, вслед за «Единой Россией» на 2-м месте. Довольны или нет, здесь, конечно, нельзя говорить. Мы довольны тем, что в республике спокойно, хорошо и без эксцессов, без проблем прошли муниципальные выборы и избрали наших муниципальных депутатов. Они ближе всего к народу, и это очень важно для, в частности, и для республики, и для города. Ближе к вечеру мы будем знать уже окончательные результаты прошедших выборов. Потом уже будут сформированы районные, городские советы. Там своя процедура, поэтому уже дальше будет такая плановая работа. В столице республики состоялись выборы в городской совет 5-го созыва. Зарегистрирована высокая явка избирателей. В городе проголосовали около 80% жителей. Предварительно «Единая Россия» набрала очень высокий
результат, скажем так, и предварительно получила 12 мандатов. То есть по сравнению с аналогичными выборами прошлого периода у них было 11 мандатов, а сейчас они улучшили свой результат на 1 мандат, и за них проголосовало больше жителей. Поэтому результаты это предварительные, более точную информацию нам еще до нас доведут, и она будет озвучена. Точные итоги голосования будут известны позже. Тогда же огласят список победителей муниципальных выборов, которые идут представлять интересы народа в ближайшие 4 года. Рина Сычоева, Сулейман Костоев. Новости 24.